Какие впечатления? Я, да, на этой должности недавно, с февраля этого года. Во-первых, мне кажется, у меня такое глубокое убеждение, что это должен быть выбор человека. Человек должен осознанно прийти, да, наверное, к этому, потому что Значит, очень много ограничений, которые ты не можешь себе позволить в силу каких-то объективных, субъективных факторов. Мы видим, да, вот сейчас очень сильно поддерживают премьер-министра Финляндии, если не ошибаюсь, она просто вот с друзьями находилась в баре. Часть общества это критикует, часть общества говорит, что она, поддержку, да, такой же человек, что тоже имеет право на семью, имеет право отдыхать. Финансовые какие-то ограничения, то есть это заработная плата, постоянный контроль, сдача деклараций. Ну, поэтому человек должен выбрать. Но с другой стороны, допустим, лично я получаю удовольствие от того, что помогаю людям, помогаю сообществам, помогаю району, ну и, наверное, стране в конечном итоге развиваться, становиться, быть лучше, улучшать жизнь людей. Это осознанный выбор. Это осознанный выбор. Периодически семья ставит этот выбор под вопрос, но тем не менее, как бы мне это нравится. Однозначно, я тоже так считаю. Госслужба – это осознанный выбор любого госслужащего. В любой сферах, я не знаю, в спорте есть там тоже люди, которые хотят достигать успехов. Также в реализации государственных функций, как менеджеры, мы тоже хотим там, достигать определенных высот, хороших результатов в реализации национальных проектов, в целом программ развития. И этот выбор вот осознанно пришел ко мне буквально 5 лет назад. Я 4 года назад даже, да, не помню, 5 лет. Я в 2018 году только пришел на государственную службу. До этого квазигоссектор, там, правительство для граждан, как бы сфера услуг, да. Все равно так квази... Смежный. Да, смежный государственный, реализующий государственные функции. И вот осознанный выбор пришел ко мне вот в 2018 году. Я пришел на государственную службу и на сегодняшний день, по крайней мере, не жалею. Сложности везде есть. В любой работе, наверное, есть сложности. Но это не повод опускать руки, это наоборот, что не ломает нас, делает нас сильнее. Да? И наоборот, мы улучшаемся, совершенствуемся. Да, да. Какой-то апгрейд, вот даже этот курс мне очень сильно нравится. Да? Апгрейд знаний своих, коммуникаций, нетворкинг такой. Мне кажется, любой человек на любой работе он выгорает. Да. То есть очень важно находить баланс. Отдыхать, проводить время с семьей, с близкими, перерыв делать, то есть пересматривать какие-то свои взгляды, потому что нельзя все время в одном и том же темпе. Тем более нужно понимать, что сегодня требования со стороны общества вот, к государственным служащим, они очень высокие. То есть ты должен решать проблемы здесь и сейчас. То есть слышащее государство – это не просто услышать, что люди, какие проблемы у людей, это решить их. А чаще всего люди требуют, чтобы проблемы решались вот прямо сейчас. Поэтому в любом случае этот темп постоянно держать очень сложно. И нужно, вот, как сейчас Азамат сказал, на такие курсы немножко отвлекаться, повышать свои квалификации, знакомиться с людьми, ну и прокачиваться. Я тоже провожу время с близкими, с друзьями, стараюсь выбраться из города. То есть для меня, лично для меня очень важно сменить обстановку, съездить из ближайших в Боровое, то есть поехать с семьей на день, отвлечься, опять-таки картинку просто перед глазами поменять, уже все, немножко как бы обновился. Дальше можно уже продолжать работу. Ну и понятное дело, что отпуски. То есть, если есть возможность, нужно уезжать, расширять свои горизонты, то есть стараться заниматься чем-то новым. Однозначно бывает стресс, однозначно бывает перегорание, но в основном также там, с семьей проводим время, спортом занимаемся. Я думаю, это Да, естественно для каждого человека. Это То есть вне зависимости. Ну, в целом давление на государственного служащего, на политического служащего, когда ты еще управляешь большим районом, 350 человек, в политизированном городе, очень политизированная Алмата, вы знаете.
И давление очень большое. И зачастую там даже у нас времени не бывает. Давление очень большое. Это реализация программ, отвечать на обращения жителей, на жалобы, решение этих проблем, быть с жителями вместе. Это очень большое давление. У нас тоже есть при этом своя жизнь. Мы тоже из народа, мы тоже люди. И когда такое давление есть, однозначно вот это сильный оплот и такой, как можно сказать, островок безопасности. Это семья, это свое личное пространство, это спорт, это ну, какой-то вот выплеск стресса, да? Мне кажется, вот Азамат очень правильно сказал, что очень важно, чтобы в этот момент семья поддерживала. То есть было бы неправильно, если к тебе приходит на прием граждан человек со своими проблемами, а тебе еще нужно сидеть думать о его проблемах и о своих проблемах тоже. Поэтому очень важно, чтобы семья поддерживала эту работу. А у вас супруги тоже государственные служащие? У меня нет. У меня тоже нет. У меня супруга в декрете, дети еще маленькие, но как бы планируем. Планируем выходить, но не на госслужбу. То есть хоть куда-то организовать? Нет, она работала в частном секторе, поэтому как только вы из декрета вернется на свое рабочее место, как бы здесь опять-таки все то же самое, как и у других. У меня супруга преподаватель в детском садике и работает с детьми, так у нее тоже там стресс. Сейчас тоже на декрете, и как бы тоже поддержка очень сильная, как со стороны семьи, родители очень сильно поддерживают, и как бы вот эта поддержка, она дает мотивацию, силу работать и совершенствоваться самому, делать лучше. Ондай бар, я не знаю, ол оңтүстікте Алматы, Шымкент, Тараз, Түркістан, ондай бар, бірақ енді мен өзім ондайды көп ұнатпаймын. Өйткені өзіміз жаспыз, жас болып бір атақ даңққа бір еленіп, бір аға болып тұрып, бір сол жерде бір әкіммін деп тұрған ол кішкене орынсыз деп ойлаймын. Дегенмен енді той томалақ өзіміз туған арасында барамыз. Ол кезде енді бәрі өзіміз болғандықтан ондай жоқ. Үлкен басқа шет жағалық той томалақтарға негізіне бармауға тырысамын. Негізінен бармауға тырысамын. Өзім көп сондай. Мен де өте қарсымын. Кейбір кезде ақын келді деп айтқан кезінде қайда деп сұраймын. Көрсетіңдерші маған. Бірақ шынымен көп шараларға қатыспай жүрмін. Жұмысқа байланысты, басқа нелерге байланысты. Ну, смешно, честно, иногда. Недавно совсем группа молодых ребят, то есть мы, опять-таки, говоря о том, как переключаемся с друзьями, просто шли по улице, и группа молодых ребят кричат: хочешь с таким сфотографироваться? Я аж растерялся. Я говорю, где? Оказывается, просто все просто одеты неформально, а один из друзей одел был такой стереотип, да, что Аким должен обязательно ходить в костюме, в галстуке. И одного из своих друзей назвали Аким. Ну, интересно, конечно. Ну, вот, в целом я тоже против. Өзіміздің қызметкерлерге ма? Иә, Қол астымыздағы қызметкерлер. Енді адами фактор барлық жерде бар. Түсінушілікпен қараймыз. Ондай тиранический, деспотический ондай настрой жоқ. Дегенмен енді біз басқарып отқаннан кейін жұмыс қой. Ең бастысы жұмысты талап етеміз. Жұмысты жасадың ба, сұрандың, баруыңа рұқсат. Енді ол қайта қайталанбаса, денсаулыққа байланысты, сондай болмаса, негізінен енді ондай не жоқ. Бәрін түсінушілікпен адами түрде қараймыз. Бәрінде адамдық шаруалар бар, өмір бұл жұмыс емес қой. Біз енді жауапкершілікке байланысты ғой. Мысалы үшін біз мемлекеттік қызмет болғандықтан бір ауданды басқаруға сенім беріп отқаннан кейін халықтың алдында сенімді ақтау үшін жауапкершілік ең жоғары деңгейде тұрады. Бірақ мен байқаймын, қызметкерлердің жауапкершілігі сіздің қарағанда жауапкершіліктен төмендеу, мысалы үшін. Енді ол қызметкерге де байланысты. Дегенмен соны мотивировать етіп, сондай шаралармен не аламыз. Жалпылама, очень адамгершілікше бәрін келісіп,
шешкенге өзім сондайға ұнатамын. Бізде де солай. Бірақ Netflix ба? Netflix деген кітап бар, No Rules. Они вот говорят о том, что они даже не отпрашиваются. То есть самое главное, коллеги между собой договариваются. Все, мен осы уақытта барамын. Тұрады, кетеді. Иә, сонымен он енді коллективтің ішінде оны бәрі қолдайды. И, соответственно, результаты. У всех свое мнение. Әлем шарында 7 миллиард адам болса, 7 миллиард адам әртүрлі. Ең бірінші қағида сол мен өзіме қарастырдым. Енді совещаниялар, кеңестер, талқылаулар, брейншторминг дейді, біз өткіземіз ондайды. Обязательно өткіземіз, талқылаймыз. Мынау проблеманың шешу түйінін қалай не қыламыз. Сол кезде енді әртүрлі ойлар, пікірлер айтылып жатады. Барлық пікірді тыңдап, соңынан шешім қабылдағанды өзім жақсы көремін. Баяғыда біз шетелде Америкада оқығанда decision making деген принятие решений всегда зависело от данных. Қандай данныйлар, қандай вводныйлар бар, соған байланысты шешім қабылдаймыз. Енді бірақ тиранический, деспотический мен айттым, мен былай қылдым деген ол ондай бізде жоқ. Дегенмен енді рациональный консенсус табылады, ол рациональное звено всегда есть. Оны қараймыз, тыңдаймыз. По крайней мере, тыңдаймыз. Өзім келіспесем де, іштей келіспесем де тыңдауға. Өйткені енді халықпен, әкім деген халықпен жұмыс жасайды. Ең бірінші халықты дұрыс тыңдау. Тұрғын деп, халық деп не қылаймыз? Тұрғынның жалғыз. Оның түпкі проблемасы неде? Өзінің соның аяқ киімінде қою, орнына қою. Сонда түсінуге тырысасыз оның мұқтажын. Тура сондай, когда вот мен өзім оппоненттер сөйлесем, дебатпен өзім көп айналысқам жастық шақта. Негізінен сол оппоненттің орнына өзім қойымды, оппонент деп айтпаймыз енді, сол пікірді, ойды айтқан адамның орнына өзімді қоюды қарастырамын. Ол не үшін олай айтылды? Содан кейін енді шешім қабылданады, ондай не жоқ. Қудалау, оның артынан қудалау, сен менің мнениеме қарсы айттың, ондай жоқ. Мен Алатау әкімшілігінде іштен өстім, мен зам әкімдерімде бәрі меритократия принцибімен әкім болып тағайындалдым 2,5 жыл бұрын. Бүгінгі таңда ауысқан үш зам әкімнің екеуі іштен өскен бөлім басшылары, аппарат басшысы іштен өскен бөлім басшысы. Яғни адамды іштен өсіруді өзім енді проблеманы да біледі, жұмысты да біледі, талпынысына қарай, мотивацияға да сондай өте жақсы болады. Госорганның ішінде сондайға тырысамын. енді кішкене отошел от темы. Но в целом, да, как бы... Философия басталды. Да, философия уже... Бізде ең маңызды принцип ол критикуешь, предлагай. Да. То есть жалпы госслужбада солай екен. Критикуешь, предложи, сделай, покажи, докажи. Вопросов никаких не будет. Понятно? Там нету времени и возможности тратить на пустые дискуссии, рассуждать о том, что хорошо, что плохо. Самое важное — достичь эффективного результата. То есть это не говоря о каких-то госпрограммах, потому что чаще всего, я думаю, Азамат согласится, качество жизни у нас, оно сказывается на каких-то небольших вещах, которые на уровне госпрограмм сразу и не ощущаются. Но результат нужно показать опять-таки здесь и сейчас, и человек приходит, если у него нет воды, ему там без разницы до наших дискуссий. То есть, и если у него не благоустроен двор, опять-таки... Нет тротуара. Нет тротуара, нет каких-то элементарных базовых условий для того, чтобы как бы жить, ходить, существовать, играться с детьми, то до наших дискуссий там, о том, кто прав, прав ли Аким ли это, людям без разницы. Здесь нужно четко понимать каждому руководителю. И зачастую в районных акиматах это базовые потребности. Это буквально там квитанция, правильный счет пришел, там вода, канализация, тротуар, школа, садик. Это базовые потребности жителей, которые районный акимат старается решить. Но я думаю, в целом меняются все руководители. То есть сейчас этого принципа «я начальник, ты дурак» я уже не замечаю, хотя надо откровенно говорить, есть. То есть где-то и авторитарное мнение, возможно, правильно, возможно, оно нужно, должно быть, где-то нужно прислушиваться к мнению старших товарищей, но есть же еще и эксперты,
который четко скажет, вот это будет работать, это не будет работать. Да. Вне зависимости от того, как ты это будешь делать. Сейчас у вас? Последние 12 правил жизни, автора не помню, честно говоря, «Противоядие от хаоса» называется. Тоже замечательная книга, которую я рекомендовал бы всем прочитать, о том, что единственный способ достичь в жизни успеха – это строжайшая, наверное, дисциплина, то есть рутина, которую ты должен повторять изо дня в день. Не хочешь, себя переборол, сделал. Это касается и воспитания детей. То есть сейчас в книге говорится о том, что очень популярно разрешать детям все. То есть мы детей не наказываем, мы детей не ругаем, но автор говорит о том, что наоборот, у детей должны быть четкие правила, понимать, за что их поощряют, за что их наказывают, тогда им будет понятнее, как в целом жить, как достигать успеха, потому что если ты работаешь, опять-таки, если у тебя дисциплина, если ты вкладываешь что-то в это дело, то, соответственно, у тебя будет результат. Если ты ничего не делаешь, то как бы и ждать не стоит ничего. Это книга, которую я сейчас читаю и советую очень сильно прочитать другим. Можно взять на заметку. Да? Я последнюю книгу прочитал. Это «Лестница в небо». Это про корпоративную среду в Америке, в компаниях Америки. Как структурировать компанию, как мобилизовать разные там методы и структуры компании. Есть там матричные, там горизонтальные. Больше эта тематика мне была интересна, я ее прочитал. И сейчас вот начал книгу Адама Смита, это «Природа, причины природа богатства народов». Тоже интересно, она историческая, это как база, как фундаментальная книга по экономике. И как бы давно хотел прочитать ее, начал сейчас. Так что успеваем еще читать. Да, я даже хотела сказать, вы же успеваете читать. Читаем меньше, но успеваем. Потому что, опять-таки, это немножко нам возможность чуть-чуть разгрузиться. Опять-таки, возвращаясь к проблемам. Проблемы все бытовые, а иногда хочется понять, все-таки куда мы движемся и для чего все это. И возвращаемся к каким-то фундаментальным вещам. Ну, читать я взял вообще, у меня привычка с детства читать как минимум 5 страниц в день. Это вот правило было такое. Иногда там, можно там 10, можно 40, можно 5. Так, как бы в целом баланс держать. И максимально стараюсь держаться этого правила. Спасибо вам. Рахмет. Спасибо вам.